Первые изображения животных появляются еще в глубокой древности. Так называемый звериный стиль в искусстве возникает с появлением человека разумного. Рисовали, как правило, в жертвенных местах на камне. Это были носороги, олени, лошади, животные, которые окружали человека. Но запечатлеть их пытались не только в наскальных изображениях. Сегодня будем формовать вот такого маленького оленька. Это уже модель готовая. Это тоже вот самодельная такая работа. Посыпаем ее графитом, чтобы не прилипала земля. Вот посыпаем землей и начинаем формовать. В начале первого тысячелетия нашей эры на обширных территориях Приуралья возникает культура бронзового литья, впоследствии названная пермским звериным стилем. Это зооантропоморфные образы, то есть это сложные образы, и на них изображены непонятные, какие-то фантастические существа. Мы можем видеть в верхней части изображения лосиные головы, мы можем видеть в верхней части изображения птицу, в центральной части человек, это может быть лось, и, соответственно, в центре человек и человеческие ноги, двуногое существо. Снова посыпаем графитом, потому что будет земля сверху. Можно использовать муку. Куда будем заливать металл. Пользуется много разных способов извлечения. Человек изначально интересовался, откуда он появился и что его окружает. Предметы литья как раз отражали мировоззрение древних людей. По их представлению, мир делился на 3 части. Верхний – небо, мир птиц, средний, где живет сам человек, и нижний – мир мертвых. Символом нижнего, хтонического, подземного, непонятного мира является фантастическое существо, которое мы не можем четко определить и назвать его. Он получил название «ящер». Может быть, это связано с тем, что ящерицы – это удивительные существа, которые вот отрубили хвост, возрождается, во-первых. И, во-вторых, ящерица, она только что была, и вдруг она исчезла, ее нет. И у народа Коми сохранилось предание о том, что это хтоническое существо. Я знаю это, потому что моя бабушка меня предупреждала в детстве не один раз. Не ложись на землю, на спину с открытым ртом. К тебе залезет в рот ящерица, и ты помрешь. Истоки вообще всей нашей культуры, они уходят в глубочайшую древность. Очень часто какие-то образы, они очень сложно поддаются трактовке. Вот то, что у нас возник спор, да, вот что вот это, лягушка или личина. Вот, да, вроде как похоже на лицо, да, вроде как и вот кто-то говорит, что это изображение лягушки. Сложно сказать. Вот то же самое, предмет, который, в общем-то, он уже не относится к пермскому звериному стилю. Это более позднее изделие. Нашими археологами он трактуется как дракон, изображение дракона. Ящера, да. Ящер. Мне почему-то кажется, что это белка, бельчонок. Возможно, обломан хвост, здесь должен быть какой-то хвостик, но вот мы видим, что-то такое есть. Кисточку мочим, убираем лишние комочки земли, которые могут попасть, и оставить эффект. Так, теперь надо сделать здесь, для того, чтобы металл поступил, залил форму, скажем так. Все. А пока готово для литья. Чаще всего на предметах пермского звериного стиля встречаются изображения медведя, соболя, лошади и лося, водоплавающих и лесных птиц. На груди некоторых из них прочерчена человеческая личина, а также образы фантастических существ. Многие в них видят инопланетян. Сложные образы – главная особенность пермского звериного стиля. К примеру, только здесь можно встретить гибрид человека и лося. Очень часто оно встречается двойное. То есть
две абсолютно одинаковых фигуры стоят лицом друг к другу, то, возможно, это изображение тех вот существ, которые были названы Йен и Омель, да? То есть доброе начало, злое начало. В науке, в литературе существуют различные точки зрения о пермском зверином стиле. Некоторые ученые разделяют его уже сейчас. Пермский звериный стиль, чудской звериный стиль, сибирский звериный стиль. Изображения лосей, они более характерны для печорских памятников. Здесь в центре мы видим две фигуры лося-человека. Это связь лося и человека. Здесь маленькая лосиная голова. И здесь то, что осталось от изображения нижнего подземного мира. Здесь не только передается эта идея в мироустройство Вселенной, трехчленного деления Вселенной, но и идея продолжения жизни, идея оплодотворения. В качестве металла используем обычные латуневые гайки. Загружаем в тигель. Печка подогрелась. Места находок предметов пермского звериного стиля разнообразны. Клады, погребения, различные жертвенные места. Это почти вся территория Приуралья. Пермский край, Тюменская область. В Коми-республике бронзовые фигурки находили на Печоре и Вычегде. Очень интересные вещи пермского звериного стиля были найдены на поселении Пожигдин. Но это, вероятно, было жертвенное место. Это совершенно потрясающие вещи. Здесь вы видите человеческие личины. Здесь вы видите изображение птиц, перья птиц, но это человек. Ранние изделия после отливки не обрабатывались и, по мнению ученых-археологов, использовались в качестве священных предметов при проведении обрядов. Позднее на предметах литья появляются петельки для прикрепления. Поверхность полируется. Сейчас эти почерневшие от времени фигурки сложно вообразить красивым украшением. Блеск металла, звон металла, считалось, что он отпугивает темные силы, отпугивает злых духов. Особенно если металл был желтого цвета, то есть это бронза, это золото. Считалось, что это вот металл, который имеет отношение к солнцу и прогоняет каким-то образом темные силы. Поэтому и в более поздних культурах, скажем, культура Перми-Вычегодской, где уже пермского звериного стиля не было как такового, да, там были металлические украшения желтого цвета, которые звенели, шумели. Чем больше их было на владельце или чаще владелице, да, тем считалось, более человек защищен от каких-то темных сил. Но что-то уже менялось в этом мире. Изменились представления. Может быть, эти представления стали более реалистичными, менее фантастическими. В эпоху позднего Средневековья мы видим только реминисценции этого звериного стиля, которые встречаются особенно часто на украшениях. Это шумящие подвески. Коньковая подвеска, изображение конька, изображение птицы. И это также изображение то ли коня, то ли петуха. У Коми гораздо больше украшений находится все-таки в женских погребениях. То есть мужчины как-то, видимо, все-таки больше старались защитить своих женщин. Наиболее богатые украшениями погребения женщин, которые находятся в детородном возрасте. То есть, когда вот девушка достигает детородного возраста, на нее начинают навешивать украшения. Во-первых, наверное, может быть, чтобы ее украсить, как невесту, да, что она вот из богатого рода и так далее. А во-вторых, защитить ее от каких-то вот темных сил. В первую очередь, защитить ее как будущую мать. Вот так поставим. Это похоже на оленя. Ну, оленю такой витиеватую фигуру. Этнический стиль в одежде и украшениях давно уже на пике моды. Сережки, кольца, браслеты грубой обработки прочно вошли в обиход модниц. Хотя, по мнению некоторых историков,
Приверженцам этностиля необходимо знать значение символики. У нас с Максимом есть определенное, скажем, табу на некоторые образы пермского звериного стиля. Потому что, повторяю, это вещи, которые использовались в культовых практиках. И если это очевидно, что эта вещь, она относится к каким-то культовым практикам, то касаться ее, тем более вешать ее на себя, ну, надо ли это? Потому что мы в данном случае имеем дело с демонологией. Но я не согласен с трактовкой. Нет письменных источников, что на самом деле несет это в себе вот эта фигурка. То есть это три мира. Это нижний мир, подземный мир, средний мир, где живет человек, и верхний мир. Ну, нельзя сказать, что это демонологическая, скажем, вот эта вещь. Это можно сказать, что просто, как можно сказать, историческая. Человек на себя показывает, как в окружающем мире, в этой природе. То есть это языческие культуры. Там происходит поклонение и темным силам, и светлым силам. Светлым, чтобы помогали, темным, чтобы не трогали и не обижали. Когда человек таскает на шее православный крестик, у него тут же висит изображение, ну, возможно, демона, возможно, еще что-то. Кто его знает, как оно сработает. Это явление самобытное, очень яркое. Это один из брендов пермских народов, в частности, коми-зырян. После долгих трудов в итоге у нас получился вот такой симпатичный олень. Искусство пермского звериного стиля начинает угасать уже в XII веке. Художественные изделия из бронзы вытесняют грубые серебряные поделки массового изготовления. Но образный строй искусства древнего литья сохранился до наших дней в фольклоре, а его символика в богатом орнаменте вышивок и поделок народов Приуралья. В Республике Коми пермский звериный стиль вошел в современную государственную геральдику. Птица с человеческой личиной на груди в обрамлении 6 лосиных голов. Вот что изображено на гербе республики, принятом в 1994 году. В космологических представлениях эта композиция отражает гармоничное состояние мира. Впрочем, сегодня пермский звериный стиль можно встретить не только в Коми, а по всей России.